Президент Сооронбай Джейнбеков сегодня навестил военнослужащих, получивших ранения в ходе недавнего вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Напомним, приграничный инцидент с применением оружия в местности Чек произошел 8 мая. Таджикские пограничники в ходе конфликта между жителями сел двух стран неожиданно открыли минометный огонь. Ранения получили 3 военнослужащих пограничной службы Кыргызстана и 1 местный житель. Раненые пограничники Мирбек Султанбек Улу, Манас Абдисаид Улу и Чингиз Турдубай Улу вскоре были доставлены в Бишкек. Президент им выразил слова поддержки и пожелал им скорейшего выздоровления. Поблагодарил за добросовестную службу Родине и охрану ее рубежей. Меж тем, депутаты Джогорку Кенеша призывают правительство во взаимоотношениях с Таджикистаном решительно использовать экономические рычаги. Таабалди Тилаев, в частности, говоря о недавних конфликтах, предложил закрыть границу с соседней страной. По данным депутата, в прошлом году товарооборот с Таджикистаном составил около 27 миллионов долларов, 18% из которых импорт в Таджикистан. На что вице-премьер Акрам Адумаров отметил, что Кыргызстан упустил время использования экономических рычагов. Тем не менее, правительство рассматривает вариант закрытия одного из 16 действующих КПП. Акрамов отметил, что речь идет о пункте пропуска Кайрагач в Лейлекском районе. Сейчас изучаются все риски, в том числе для приграничной торговли самих кыргызстанцев, потому что закрытие границы может нанести вред и отечественным предпринимателям. В Кыргызстане на утро 12 мая зарегистрирован 21 новый случай коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усинбаев. В Бишкеке выявлены 10 новых случаев, в Нарынской области 7, в Джалабаде 3 и в Чуйской области 1. Таким образом, на 12 мая в стране подтверждено 1037 новых случаев коронавируса. Стало известно, что сегодня продавец гипермаркета «Фрунзе», расположенного в торговом центре ВЭФа, заразился вирусом. Сейчас пациент уже получает лечение в инфекционной больнице, а его коллеги, сотрудники магазина, прошли лабораторное обследование. Всех взяли под контроль. 1621 анализ, из которых 21 случай был выявлен. 4594 человека находятся под медицинским наблюдением и в домашнем карантине. Ведется медицинское наблюдение. И на обсервации по Кыргызстану находится 1109 человек, за которыми ведется лабораторное наблюдение, лабораторное тестирование и медицинское наблюдение. Женщина, приехавшая из Соль-Илецка, заразила коронавирусом своего 11-месячного ребенка. Об этом рассказал Нурболот Усинбаев. По его словам, условия возвращения на родину не соответствовали требованиям. Сейчас ребенок с матерью проходят лечение в отдельном боксе. Таких грубых нарушений обсервационного режима не наблюдается. Мы проводим все меры по медицинскому наблюдению, лабораторному тестированию в штатном режиме. Но эти все попытки нарушения обсервационного режима уже пресекаются и на сегодня в штатном режиме. Стало известно и то, что в Нарынской области коронавирус выявлен у 6 сотрудников родильного дома. Об этом также сообщил замминистра здравоохранения. По словам Нурболота Усинбаева, всего в Нарыне за сутки зарегистрировано 7 случаев коронавируса. Он добавил, что был занос инфекции. В родильном доме провели все мероприятия. Поменялся весь персонал. Действующий был отправлен на обсервацию. На сегодня роддом работает в штатном режиме. Также коронавирус был выявлен у 3 жителей Чаткальского района. Ранее здесь была вспышка COVID-19. Тогда заболели люди, посетившие похороны. Здесь в родильном доме проведены все мероприятия. Поменяли весь персонал, потому что действующий был отправлен на обсервацию. На сегодня в роддоме работает в штатном режиме, но уже с другим персоналом, который пришел на замещение. Работа
продолжается там. Самые высокие показатели по заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане в Нарынской области – 44,7% на 100 тысяч населения. Далее идут Бишкек и Ош. По республике на 12 мая количество выявленных случаев коронавируса составляет 14,9% на 100 тысяч человек. Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев привел цифры стран, граничащих с Кыргызстаном. В Китае, например, на 100 тысяч населения зарегистрировано 5,9%, в Таджикистане 6,5%, Узбекистан 7,1%, в Казахстане 27,5%. Мы должны там посмотреть, каков будет потенциал развития эпидситуации дальше. И если будут предпосылки все-таки, что будет напряженная эпидситуация, то, конечно, вопрос будет решаться однозначно о пока не возобновлении общественного транспорта, потому что общественный транспорт сам по себе это ограниченное пространство, это большие контакты и опасность возникновения вспышек. Если будет связано с этим видом транспорта, это нужно будет анализировать. Сообщается и о 7 пациентах, которые находятся в тяжелом состоянии. Из них 4 в реанимации, еще 75 пациентов в состоянии средней тяжести. У 234 человек заболевание проходит в легкой форме, их состояние удовлетворительное. Нурболот Усенбаев добавил, что на сегодняшний день в стационарах находятся 316 человек. В республике с 15-16 апреля наблюдается тенденция к некоторому снижению уровня заболеваемости, потому что увеличение числа случаев коронавирусом отмечалось с 5 по 20 апреля с наивысшим показателем абсолютным 11-12 апреля текущего года. Самый высокий уровень заболеваемости пришелся на неделю раньше прогнозируемого, а снижение заболеваемости началось с конца апреля, что связано с эффективными мероприятиями, но на сегодня при наличии большого количества завозных случаев и наличия бытового заражения при контакте, цифры у нас пока еще держатся на таком напряженном уровне. Дети и пожилые в Кыргызстане реже болеют коронавирусом. Анализ уровня показывает, что люди старше 65 лет болеют в 2 раза чаще, чем молодые в возрасте до 15. Это соответствует статистике и других стран. Заместитель главы Минздрава отметил, что среди детей до 15 лет и людей старше 60, которые были в контакте, заболеваний было меньше. Отмечается, что они только в близких контактах были вовлечены, и часть заболевших была заражена в неблагополучных по эпидситуации странах. Сегодня в республиканском штабе сообщили, что клинический родильный дом Национального центра охраны материнства и детства временно приостановил прием беременных и рожениц. По его данным, работа приостановлена до 25 мая. Беременных и рожениц будут принимать другие родильные дома столицы, согласно графику. Все преждевременные роды и роженицы из регионов перенаправляются в перинатальный центр Бишкека. В штабе отметили, что в настоящее время в клиническом родильном доме находится под наблюдением врачей 111 пациентов, 64 женщины, из них 10 беременных, остальные родильницы, и 47 новорожденных, из них 11 в реанимации. Кубат Хуанчпекулы, Диас Акимбаев, НТС. Мэрия Бишкека сообщает о запуске онлайн-системы выдачи разрешений для передвижения по городу во время карантинного режима. Как отметил на брифинге вице-мэр Алмаз Бакитаев, электронная система станет альтернативой походу в налоговые органы, чтобы заверить справку с места работы. Для получения электронного разрешения нужно подать заявку на сайте 312.meria.kg. После ее рассмотрения система выдаст QR-код, распечатав который, гражданин сможет беспрепятственно передвигаться по городу. Также отмечается, что все пропуска, выданные комендатурой Бишкека, автоматически продлеваются мэрией. Теперь они называются разрешением на передвижение.
Индивидуальным предпринимателям иметь справку с печатью налоговой не обязательно, имеющийся у них патент будет служить как разрешение. Ну а тем, кто желает получить справку лично в управлениях налоговой службы, то, по словам вице-мэра, график рабочего дня всех 4 районных управлений теперь начинается в 9 утра и продлен до 8 вечера. Накануне, по словам чиновника, было выдано почти 8 тысяч справок и 561 патент. Для получения, QR-кода заявка подается в электронном формате через электронную систему, как я сказал, 312.mairia.kg. Не требуется получение разрешения на передвижение по городу Бишкек для наемных работников и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании патента. Патент уже является удостоверяющим разрешительным документом. Форма заявки на получение разрешения на передвижение посредством электронной системы 312 Mairia.kg будет доступна на указанном сайте, уже доступна. Необходимо отметить, были много очень вопросов в части ранее полученных разрешений комендатурой. Вчера была информация, что все разрешения комендатуры аннулированы. Да, это так, потому что юридически сегодня комендатура не существует. Поэтому все разрешения, выданные комендатурой, в автоматическом режиме продлеваются мэрией. Сдавать экзамены школьникам в этом году не придется. Из-за ситуации с коронавирусом отменены переводные экзамены для школьников. Их, как правило, сдавали учащиеся 5, 8 и 10 классов. А вот выпускникам школ, учащимся 9 и 11 классов, выставят экзаменационные отметки, исходя из общих достижений. Как сообщили в Министерстве образования, такое решение принято в целях безопасности здоровья школьников, а также для того, чтобы выпускники имели больше возможностей и времени на подготовку к ОРТ. В каждой школе будут сформированы предметные комиссии, они определят экзаменационную оценку ученика с учетом результатов контрольных, практических, лабораторных работ, а также достижений за четверть, полугодие и за год. Кстати, учебный год в этом году закончится не 25 мая, как обычно, а будет продлен до 30 мая. Отмечается, чтобы дети смогли полностью освоить программу, так как весной были длительные каникулы. Торжественных линеек по случаю окончания учебного года в школах, скорее всего, уже не будет. Их решено провести в онлайн-формате. Аттестаты и свидетельства выпускникам в Минобразе обещают выдать в конце июня. Будет разработан гибкий график, чтобы вручили их с соблюдением мер предосторожности. Что касается ОРТ, то его, как отмечают в ведомстве, проводить в дистанционном режиме не получится. Он будет проведен в реальном режиме, в обычном формате. Сейчас разрабатываются санитарно-гигиенические нормы и алгоритм проведения тестирования совместно с Минобразования и Минздравом. Тестирование запланировано на 20-25 июня. Очередная партия гуманитарной помощи из Китая прибыла в Кыргызстан. Как сообщили в аппарате правительства, накануне из КНР чартерным рейсом были доставлены 100 тысяч ПЦР-тестов, 30 тысяч медицинских очков, 30 тысяч респираторных масок номер 95, 150 тысяч медицинских масок и 1 тысяча термометров. Принимая груз, представители Кабмина отметили, что Китай в условиях пандемии оказывает не только гуманитарную помощь, но и консультативную. В апреле Кыргызстан посетила группа китайских специалистов и поделилась опытом по борьбе с коронавирусом. Еще ранее правительство Китая предоставило стране в качестве гуманитарной помощи защитные медицинские костюмы. Когда китайский народ борется с коронавирусом в самый критический момент, киргизское правительство, киргизский народ оказали китайскому народу помощь и моральная, и материальная. От имени правительства Кыргызской Республики хочу выразить благодарность правительству Китайской Народной Республики за оказанную поддержку. Убежден, что в рамках всестороннего стратегического партнерства Кыргызстан и Китай совместными усилиями одержат победу в борьбе с эпидемией. Чиновники пытаются забрать здание первого в Бишкеке детского хосписа. Об этом на своей странице в соцсетях написала глава общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева. По ее словам, инициатором закрытия хосписа выступает депутат Евгения Строкова, которой, цитируем пост, не дают покоя средства, собранные фондом для паллиативной помощи больным детям.
А предлогом для создания комиссии и проверки учреждения, пишет Аляева, депутаты и некоторые чиновники называют несуществующие нарушения. В частности, по словам автора поста, хоспис пытаются обвинить в том, что его руководство попросило у Минздрава расходные материалы для аппарата искусственной вентиляции легких, к которому подключен один из детей. Это обвинение, по словам Аляевой, абсурдно. Расходные материалы действительно нужны тяжело больным детям. Несмотря на карантин и закрытые границы, хоспис обеспечил своих подопечных детей лекарствами почти на 200 тысяч сомов. «А что сделала ты, сидя в своем теплом кресле?» — написала Аляева, обращаясь к Строковой.